Суд приговорил признать Михеева Ивана Алексеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105, часть 2, пункт И Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Установить Михееву следующее ограничение при отбытии наказания в виде ограничения свободы. Не изменять место жительства, не выезжать за пределы муниципального образования по месту регистрации без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы. Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Михееву исчислять с 23 мая 2011 года. Зачесть срок отбытия наказания, время содержания Михеева под стражей с 25 ноября 2010 года по 22 мая 2011 года. Меру пресечения Михееву оставить содержание под стражей. Признать Котова Константина Александровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 116, часть 2, пункт А, 115, часть 2, пункт А Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде лишения свободы по статье 116, часть 2, пункт А Уголовного кодекса Российской Федерации сроком на 1 год 6 месяцев, по статье 115, часть 2, пункт А Уголовного кодекса Российской Федерации сроком на 1 год 6 месяцев, по совокупности преступлений на основании статьи 69, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Котову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Признать Касьяненко Николая Николаевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 116, часть 2 пункта Уголовного кодекса Российской Федерации, 115, часть 2 пункта Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде лишения свободы по статье 116, часть 2 пункта Уголовного кодекса Российской Федерации сроком на 1 год 5 месяцев, по статье 115, часть 2 пункта Уголовного кодекса Российской Федерации сроком на 1 год. По совокупности преступлений на основании статьи 69, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказаний, назначенных наказаний, окончательно Касьяненко назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев. Признать Котиновского Олега Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 116, часть 2 пункта А, 115, часть 2 пункта А Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы по статье 116, часть 2 пункт А Уголовного кодекса Российской Федерации сроком на 1 год 6 месяцев, по статье 115, часть 2 пункта А Уголовного кодекса Российской Федерации сроком на 1 год 6 месяцев, по совокупности преступлений на основании статьи 69, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Котиновскому назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Признать Шукурова Константина Эркиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116, частью 2 пункта Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца. Признать Абдуллаева Евгения Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116, частью 2 пункт А Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 4 месяца. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное Котову, Касьяненко, Котиновскому, Шукурову, Абдуллаеву наказание считать условным, установив каждому испытательный срок в 4 года, в течение которого они должны свое исправление доказать. Возложить на Котова, Касьяненко, Котиновского, Шукурова и Абдуллаева исполнение следующих обязанностей: не менять своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных, являться на регистрацию специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденных по месту жительства, не совершать нарушения общественного порядка.